Это тоже закон природы. Мясо краснеет при температуре 150-153 градуса. Когда уголь маленькой температуры, у вас мясо снаружи, чтобы покраснело, чтобы мясо покраснело, надо его жарить так долго, что уже температура внутрь куска мяса прошла. Внутрь куска мяса прошла глубоко, и уже там уже 90, или близко к 100. Уже шашлык сухой получается. Невкусный шашлык получается. Есть еще такое понятие. Скорость распространения тепла в предмете. Когда если мы воду в ведро нальем, поставим, снизу горячая вода поднимается, а потом вниз опускается, конвекция начинается. Внутри куска мяса конвекции нету. Берем сковородку мысленно, мысль себе, мысль. Берем сковородку, нагрели ее 300 градусов. Вот взяли такой кусок мяса, положили его на сковородку. Сверху палец поставили. Когда палец обожжет? Может быть, через 20 минут. Через 20 минут тебе станет горячо. Вот ты не будешь переворачивать мясо. Пока мясо снизу не сгорит, туда потом только температура дойдет. В куске мяса температура очень медленно проходит. Очень медленно проходит. Но вот в таком куске мяса, как я вам показал, его с 4 сторон будешь жарить. По 2 минуты хватит, чтобы с каждой стороны туда тепло это дошло в нужную температуру. Теперь мариновка мяса. Кто может сказать, зачем маринуем мясо? Вы, братцы, много знаете, вы скажите. Ученик, он знает. Стесняется он. Он знает на самом деле. Давайте, кто хочет, кто скажет. Зачем маринуем мясо? Зачем маринуем? Чтобы быстро приготовилось. Чтобы быстро приготовилось, чтобы вкус придал. Вы как думаете, ребята? Чтобы мягкий был. Мягкий, сочный. Чтобы мягкое было мясо. Вот теперь давайте на этот счет поговорим. Сочный. Само слово мариновка, слово мариновка происходит от латинского слова марина. Марина означает море. Раньше у людей холодильника не было. Люди искали способ, как сохранить мясо. Подольше подержать это мясо, чтобы не испортилось, не протухло. Обратили внимание, что если в соленую воду кладешь мясо, оно долго сохраняется. Мариновка с самого начала был способ долго сохранить мясо. А потом люди обратили внимание, что долго сохранившееся мясо, долго, которое полежало мясо, оно мягче становится. А потом люди обратили внимание, что есть такие специи, которые можно туда добавить к мясу, и мясо еще дольше может лежать, не протухнет. Главная проблема для наших предков была не в том, чтобы мясо мягкое сделать или мясо вкусное сделать, лишь бы мясо было, а чтобы оно не протухло. Поэтому мясо в Чечне, в Казахстане, во многих других регионах сушили. Итальянцы тоже это делают, они свинины делают, итальянцы, испанцы делают это самое. Ветчину, это тоже практически сушеное мясо. И в Чечне готовили, по крайней мере, я точно знаю, что даже шашлык из сушеного мяса готовят. И говорят, еще лучше получается. Как же так? Вся вода вышла уже из этого мяса, оно сухое. Как же оно лучше получилось? Говорят, еще вкуснее, сочнее. Я вам расскажу почему. Что вышло из мяса? Вода. Вода вкус не имеет. Вода питательные вещества не имеет. Питательные вещества и вкусовые вещества остались внутри мяса. А это мясо, которое кажется нам твердым, на самом деле его волокна уже легко отсоединяются. Его варить меньше надо, его жарить меньше надо. Поэтому долгое сохранение мяса позволяет размягчить мясо. И чтобы мы получили мягкий шашлык, мы сначала должны купить мягкое мясо. Твердое мясо купишь, есть какие-то способы размягчить. Кто-то говорит уксус, кто-то говорит киви. Способов испортить мясо много. Сколько хочешь способов испортить. А вот получить мягкое мясо, надо купить мягкое мясо. Какое мягкое мясо? Давайте начнем от баранины. О чем поговорим? От баранины, от говядины. Поближе подойдите.
Скажите ваше мнение. Вот мы с ним тоже, он с Узбекистана, я с Узбекистана. Вот узбекское мнение. Какое мясо самое мягкое для Говядина это трубочка. трубочка? Вырезка говорят по-русски, трубочка. Здесь я уже слышу, что у вас трубочка говорят. Филе, трубочка, ну, пора. Филе трубочка, мягкое мясо. Баранина чьи? А баранина, молодой ягненок. Быстро переваривается. Корейка. Корейка, иначе. Яшка тоже есть. Ляжка тоже пойдет. От ягненка пойдет, от старого барана уже не пойдет. А корейка мягкое мясо. Курица тоже, если молоденькая, то почти все мясо мягкое. Рыба самая мягкая. Ну, рыба вообще, ее почти что готовить не надо. Ее только испугать надо, чтобы она увидела огонь, испугалась, и все, и готова рыба. Сказала, ай. Дорогие друзья, значит, прежде чем вы сюда приехали, я вам просил, чтобы вам послали несколько моих роликов. Я сегодня тоже приготовил эти продукты для этих шашлыков, которые показывал по YouTube, которые в своих книгах описывал. И мы вместе с вами их приготовим. Гала. Гала. Гурдюк. Давайте я продолжу. Еще кое-что мне мало осталось рассказывать. Потом дальше уже будет ответ на вопросы, будет практическая работа. Давайте. Дорогие друзья, еще вопрос ко всем. Какой шашлык будет вкусный? Острый или жирный? Ну, без жира может быть вкусный шашлык? Даже запах не будет. Даже запах не будет. Даже сок не будет. И вкусно не будет. Самый хороший жир какой мы считаем? Внутренний твердый жир. Он быстро застывает. Чуть-чуть шашлык остынет, уже прилипнет мясо. В домашних условиях Ну давайте пока скажем курдюк. Я видел, там многие ребята так сделали. Я тоже до сегодняшнего дня так делал. Что порезали тоненько курдюк, кусочки мяса, даже говядину можно.